Прокурор республики Николай Егоров и главный федеральный инспектор по Коми Михаил Тырин проинспектировали строительство социальных объектов в Усть-Куломском районе, возводимых по национальным проектам. На особом контроле школа в селе Помоздино, где уже сменился подрядчик, но сроки сдачи продолжают сдвигать. На какой стадии сейчас объекты и какие недочеты выявила проверка, знает Ольга Коняева. Должны были завершить в третьем квартале 2021 года, но сроки перенесены. Сроки, соответственно, переносятся из-за уважительных причин. Школу на 400 мест в Усть-Куломском селе Помоздино начали возводить 3 года назад. Первый подрядчик обязательства не выполнил. В апреле 2020-го контракт расторгли. Тогда объект был готов наполовину. Новый застройщик выявил недочеты, пришлось переделывать. Потому срок сдачи перенесли с июля на конец ноября этого года. Фасадные работы какие еще остаются у вас? Фасадные у нас цоколь остается и, соответственно, вот 2 крыльца доделать, уже одеть их. И все, да? И все. Крыша сделана полностью по всем нормам, что с МЧС мы связывались, МЧС нам выдавала замечания там, что мы добавили металл на крышу противопожарный. Какое покрытие на стадионе, где установят ограждение для антитеррористической защищенности, хватит ли мощности отопительной системы обогреть каждый класс. Все тонкости интересуют прокурора республики. Служитель Фемиды здесь не в первый раз, а потому объект знает, кажется, не хуже самих строителей. В той части планировалось очистные? Да, автономная канализация здесь, она вся установлена. Сейчас вот мы ее соединяем, испытываем и засыпаем. Проект один из перечня рекомендуемых в стране. По такому уже строили школу в Летке Усть-Куломского района. Начинка будет самая современная. Повышенное внимание к территории отдыха для детей, к системе связи и безопасности. Сейчас решается вопрос по тревожной кнопке. Отряд Росгвардии базируется в райцентре, примерно в часе езды от Помоздино. У Росгвардии есть норматив обслуживания таких организаций. Это время доступа 7 минут. Соответственно, если они превышают этот норматив и не могут до объекта добраться больше отведенного времени, то они не имеют права брать под охрану данный объект. Соответственно, эта тревожная кнопка, она как альтернативный вариант будет выводить сообщение на пульт дежурного в ОВД. И дальше уже будут приниматься решения о направлении сюда каких-либо там сил. После завершения строительных работ еще нужно получить положительное заключение надзорных органов, провести замеры на формальдегиды, это уже с мебелью, получить образовательную лицензию. Еще есть работы по благоустройству. Мы ожидаем, что в ближайшее время до наступления холодов эти работы будут завершены. Плюс будут завершены работы по внутренним отделочным работам, для того, чтобы можно было в установленный срок до 22 ноября сдать эту школу. А непосредственно уже запуск детей, так сказать, уже и получение лицензирования, здесь мы ожидаем только в начале 2022 года. Параллельно служители Фемиды проверяют на таких стройках соблюдение трудового и миграционного законодательства. Сейчас на объекте 68 человек, 14 из местных. Времени осталось немного, отмечает Николай Егоров, и вроде по мелочи, но объем еще приличный. Тем временем в районе школу ждут с нетерпением. Сейчас дети Помоздино из соседних селений учатся в 10 разных зданиях. Все давно отжили свой век. Николай Егоров предлагает составить четкий график, которому и следовать, дабы не затягивать процесс. Мы хотим, чтобы вы выполнили свои контрактные обязательства в срок, иначе потом заказчик будет, повторно уже невозможно будет продлить контракт. Допускается один раз продление контракта. Поэтому дальше пойдут штрафные санкции и так далее, пение. Все это не нужно. Ну и самое главное, нам нужна же школа на 1 января, да? Следующий пункт инспекции ФАП в деревне Пожигдин. Николай Егоров подчеркивает, это первый из объектов подрядчика, где есть что посмотреть. На остальных, где был прокурор, что называется, конь не валялся. Фельдшерско-акушерский пункт без жилья в Пожигдине планируют завершить до конца октября. 5 контрактов. Вот этот наибольший, да, процент готовности? Ну, можно сказать, да, Жежем и Пожигдин они одинаковые. Ага. Ну, Жежем закончили, по-моему, устройство уже. А здесь вот заканчиваем на этой неделе.
По национальному проекту здравоохранения в Коми 3 подрядчика строят 19 ФАПов. По многим есть отставание. Заказчик выставляет претензии, штрафы. Есть подозрение, что полученные авансы были потрачены на другие цели. В правоохранительные органы направлены материалы для процессуальной проверки по фактам возможного вывода средств. Мы знаем, что на рынке произошло повышение стоимости строительных материалов. Подрядчики называют основную причину срыва сроков. Это повышение стоимости, нехватка оборотных средств. Думаю, что правоохранительные органы разберутся. Сопровождение реализации национальных проектов – задача, поставленная президентом и генеральным прокурором России. Такие проверки, конечно, дисциплинируют строителей, но важна совместная работа и заказчика, и надзорных органов. Главное – конечный результат – современные, качественно построенные социальные объекты. Ольга Коняева, Эдуард Бушуев, Артем Соколов, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Усть-Куломский район.